Антон Прокопов. Марина Николаевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Здравствуйте. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. Высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет города Якутска и ряда районов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60. 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намском, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. Из 2308 больных выздоровело на сегодняшний день 949, зарегистрировано 10 летальных случаев и в том числе за последние сутки 1. По всем случаям заболевания было взято на контроль почти 6 тысяч контактных лиц. Из них по истечении 14 дней и отсутствием клинических симптомов и отрицательными анализами снято с медицинского наблюдения 3973 человека. И на сегодняшний день на контроле остается 1959 контактных, из которых в обсерваторе находится 221 человек и на самоизоляции дома 1735 человек. Ну, еще 507 в обсерваторах по республике находятся прибывших из других регионов нашей страны. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение, в связи с чем населению надо запастись терпением, выполнять режим самоизоляции, минимизировать контакты, придерживаться в общественных местах масочно-перчаточного режима, ну и как бы банально ни звучало, соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту в своем доме. На предприятиях и организациях необходимо продолжить проведение утреннего фильтра работников, то есть измерение температуры, своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками ОРВИ и контактных по семейным и корпоративным очагам. Ну и управляющим компаниям дальше также проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию в жилом фонде, торговым предприятиям продолжить проведение санитарных дней с полной дезинфекцией всех своих помещений. Спасибо. Это был брифинг главного санитарного врача Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 4 июня. Оставайтесь с нами. В этом году приемные кампании вузов и СУЗов начинаются в необычной ситуации. В связи с этим, какие новшества ожидают абитуриентов, какие особенности приемной кампании СВФУ в этом году и с какими сложностями столкнулись в университете. Об этом мы сегодня поговорим с деканом факультета